Вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов, и вот что будет в нашем выпуске. Социально-экономическое развитие СКФО. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, в 2016 году нашу республику посетили около 90 тысяч туристов. Это рекорд с 1991 года. Дмитрий Медведев провел заседание правительственной комиссии. Самые безопасные железные дороги в России. За многолетние успехи в прошлом году локомотивный парк Гудермесского депо был полностью обновлен. Локомотивное депо Гудермеса признали лучшим. Незаконные свалки. Минприроды приводит Грозненский район в порядок. Спасатели от Бога. Думать, не думать, времени не было. Надо было бросаться, забирать его отсюда. А в Грозненском районе местный врач с односельчанином спасли ребенка, упавшего в колодец. Пятница – благословенный день недели. Тысячи верующих собираются в мечетях, чтобы совершить совместное богослужение и исполнить свой религиозный долг. Все мирские дела отходят на второй план до окончания Рузба-намаза. Пятничную молитву сегодня совершил и Рамзан Кадыров. В окружении своих соратников он прибыл в мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, и приветствует. Муфти республики Салах Межиев в своей проповеди рассказал собравшимся о том, что в судный день заступничество посланника Аллаха охватит всю умму. Peygamber aleyhissalatu vesselam işin dokuyaş olmuş da Cebrail meleki Erdoğan Cebrail o işin dokuyaş olmuş elç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonra dağın zatsa del jojat şu dağında oluştul ummat hudaş do hayaonel sigurdu boğda Cebrail melek Cebrail melek haguş delçe o jojattan tiqwattan oluştul malik boğuştul melek doyuz o jojatın iş tiqulyen şu Allah ser أطلق باوسن سمت جولش أتصن تأخين عش مالك ملاك دولش أجوجة تشن تيتو عن نغر دولش جبرائيل ملاك حقوش تألش مالك ملاك حل يقردو بوخ أت مالك ملاك هو دو جبرائيل أهولي يلدو هون دينال شاما إلش عليه الصلاة والسلام سن أمت هدش تو عش دي نشا إلش سمت نغر حلاي ديال نغر حلاي ديردو تأخذ ديخشين حقوش تألش هر ملو إل قاي خربو بو أتشعبرش شا جبرائيل دو اردو تو جبرائيل الشي حدك دور داتسن جبرائيل بوشتك از خودو تح حميل دو اليوخا خوتر دو تسر سمعت اردو جبرائيل ملايكو شا اردو الش محمد صلى الله عليه وسلم تونت ادوس شخلك تونت قرآن دو اسنك دوق از شو امت داخل الالش واي بايمرت ايشين حقيش شي ات محبر بو بوتسر وغوصة ومحمد صلى الله عليه وسلم وارتخوال هاي محمد ال سيجر جبرائيل الملك واي بيامت إحاديا عليه الصلاة دال أمرو دينا واي بيام عليه الصلاة والسلام ديلير بوربا داقنا مسقال زرتل شيدك شو إيمان دولش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستيشر شو أولش أمتا دعسق أست شبلح أمتا دعق أش بوش بول ناخ خوارج شي إسان بوش بول ديل موسقي بو أمتا دعسق أست شبلح إنا حلباق بيام عليه الصلاة والسلام سيك حضروه حقوش ويلشولت مالك ملاك حال إيقن تير نغر دا عيديل نغر دا عيدين بايم عليه الصلاة والسلام حقيتش بيلغش إناخ إش حقو لبين أتشور حاربين بايم عليه الصلاة والسلام يلسمان شو عاباق كنتويش يلسمان تاتوش تيدا غيتين ليشابين ملادين خزبين نريبين إش يلسمان شو باق كوربو ألق. После проповеди имама прозвучал традиционно призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили джума-намаз. Завершилось пребывание в мечети многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд. Вопросы развития внутреннего и въездного туризма обсудили на территории СКФО на заседании правительственной комиссии. Его провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо высокопоставленных чиновников страны, на встрече присутствовали и главы регионов, в числе которых был и Рамзан Кадыров. Подробнее в материале Рамзана Керимова. Из года в год излюбленным местом отдыха для многих людей становится Северный Кавказ. Об этом свидетельствует и статистика. В 2016-м общий поток туристов вырос почти на 14% по сравнению с позапрошлым годом. Но в перспективе регион способен принимать больше отдыхающих, уверен Дмитрий Медведев. Для отдыха на Кавказе существует огромное количество возможностей в целом ряде населенных пунктов.
созданы достаточно современные и комфортные условия для туристов. Очевидно, что с такой сложной инфраструктурой развивать туризм на Северном Кавказе будет затруднительно. Поэтому мы сегодня обсудим, как сделать работу по развитию туристической отрасли в Северокавказском округе более эффективной. Ну и как можно скорее добиться ощутимых результатов. Дополнительные источники экономического роста, новые рабочие места – это как раз то, что очень нужно регионам Северного Кавказа. Чтобы их получить, на Кавказе в принципе есть все необходимое. Здесь исторические памятники соседствуют с уникальной природой, горы, древние города дают возможность интересно и разнообразно отдохнуть. Ну а если говорить про экологию, минеральные источники, то просто поправить здоровье, причем на протяжении всего года. На Северном Кавказе можно развивать 3 из 4 самых популярных направлений туризма, а именно горный, бальнеологический и культурно-исторический. На них вместе с пляжным, так сказать, отдыхом приходится 80% мирового туристического потока. И последние годы мы системно занимаемся формированием здесь горнолыжного и медицинского кластеров. В прошлом году все курорты региона посетили почти 1,5 миллиона туристов. Особенно заметен прогресс в горнолыжном секторе. За 2 года он увеличился вдвое, до 500 000 человек. Однако, по оценкам экспертов, Северный Кавказ способен принимать гораздо больше туристов. До 10 миллионов человек в год. И нужно постараться, чтобы занять на этом рынке место, которое достойно наших возможностей. Но если говорить вот про горнолыжный туризм, у нас сейчас 3 таких проекта. Это вот Архыз, о котором я только что сказал, и мы с утра его посмотрели и даже покатались. Значит, это Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Ведучи в Чечне. Строительство и развитие горнолыжных курортов – приоритетная задача, считает Лев Кузнецов. По словам министра, эта отрасль туризма в условиях Северного Кавказа самая востребованная. Мы сконцентрировали ключевые приоритеты на 3 курортах – Архыз, Ведучи и Эльбрус. При этом создали концепцию управления курортами, которая исключает взаимное конкурирование, формирует единую техническую и управленческую политику. Мы сформулировали для себя модель эталонного курорта, то есть определили все-таки, сколько нужно и объем государственных инвестиций, во что, чтобы позволило этому курорту быть самодостаточным, создать условия для привлечения частных инвестиций и быть интересными для самого туриста. Хорошие показатели у Чечни, ведь инфраструктура в республике развивается, есть инвестиции, строятся современные туристические объекты. Среди них и горнолыжный курорт Ведучи. Это десятки трасс всех уровней сложности и комфортабельные гостиничные комплексы. В прошлом году регион посетило рекордное количество туристов. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, мы тоже развиваем внутренний и выездной туризм. Но действительно есть успехи. В 2016 году нашу республику посетили около 90 тысяч туристов. Это рекорд с 1991 года. Но есть определенные проблемы. Мы с Министерством по делам Северного Кавказа работаем плотно. Нужны дополнительные возможности. А это возможность только у вас, Дмитрий Анатольевич. Поэтому, если у вас было бы время нас принять, я с письмами приехал, чтобы здесь много времени не терять. А так... Вас, Рамзан Ахматович, в любой момент приезжайте с письмами. Спасибо. Хорошо, поговорим об этом. Значит, но в любом случае, вот мы сегодня смотрели 3 направления, в том числе и Ведучи. Значит, надеюсь, что там тоже все будет нормально. Олег Сафонов в своем докладе отметил, что особой популярностью в регионе пользуются санаторно-курортные комплексы. Хотел бы сказать, что в республиках Северокавказского федерального округа уже имеется санаторно-курортный комплекс. В нем совокупно находится порядка 300 санаториев. Вообще в Российской Федерации 1800, поэтому значительная часть, причем очень известных и таких эффективных, расположена у вас. Хотелось бы отметить, что в прошлом году объем медицинских услуг туристских увеличился на 35%.
Правительственная комиссия по СКФО была сформирована в 2010 году. Среди основных ее задач – подготовка предложений по социально-экономическому развитию северокавказских регионов России и координация действий различных ведомств по реализации государственной политики в федеральном округе. На предыдущем заседании комиссии в конце декабря обсуждалось состояние топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе. Этой же теме было посвящено совещание в марте минувшего года. Рамзан Керимов, Ислам Расуев и Денис Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Гудермесское депо признали лучшим в России по итогам прошлого года. В соревновании принимали участие почти 150 трудовых коллективов российских железных дорог. Локомотивное депо – это основное стратегическое звено в работе железной дороги. Его сотрудники делают все для безопасности движения поездов. Сегодня их поздравляли руководство и коллеги. Подробнее расскажет Седа Сапарова. Ну вот, снова люди на путях. Вот уже 35 лет ему доверяют жизни пассажиров и сохранность десятков тонн грузов. Умар Паша Хасаев пришел в Гудермесское депо в далеком 85-м. Сначала работал помощником машиниста, а затем и возглавил бригаду. Эту кабину Умар Паша называет вторым домом. Работу не оставлял даже во время бомбежек. Когда я пришел на работу, молодым был, очень сложно было привыкнуть. По ночам не спать, за дороги смотреть. А сейчас уже несложно. Гудермесское локомотивное депо – одно из старейших предприятий северокавказских железных дорог. Здесь трудятся более 400 сотрудников, благодаря которым перевозки безопасны. 11 раз Гудермесское депо становилось победителем в отраслевых соревнованиях по итогам квартала. За многолетние успехи в прошлом году локомотивный парк Гудермесского депо был полностью обновлен. Старые тепловозы сменили вот такие новейшие 2Т-25К, среди преимуществ которых не только высокая мощность, но и экономия топлива. 2016 для этого депо стал более чем удачным. За первое место в отраслевом соревновании по итогам теперь уже года боролись 146 российских депо. Впереди всех оказалось Гудермесское. Вот они, лучшие железнодорожники страны. Я от всей души вас поздравляю с первым местом по сети. Вы стали лучшими среди локомотивщиков. Поздравить чеченских железнодорожников сегодня прибыл и начальник Северокавказской дирекции тяги. Он отметил успехи и слаженную работу всего коллектива депо. В течение 2 лет это предприятие не имеет ни одного отказа технического средства. И показателем немаловажным на сегодняшний день производительность труда выше 120%. Поэтому оценка самая высокая. И это предприятие сегодня считается довольно-таки высоко культурным и по содержанию зданий, сооружений, тягово-подвижного состава. Культура безопасности внедряется на этом предприятии. По словам руководителя предприятия, главным успехом победы стала прежде всего сплоченность коллектива и высокая работоспособность. Условием победы ежедневный круглосуточный труд всего коллектива и большая ответственность каждого работника. Задержка поездов, поломки в пути следования. Вот последние 5 лет таких событий в депо Гудермес нет. Максимально обеспечивает безопасность перевозимого груза и пассажиров и показывает безаварийную работу. Сегодня их поздравляло руководство района, а также коллеги из соседних регионов. Отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Впереди у чеченских железнодорожников самый по-настоящему жаркий сезон – лето. Но здесь говорят, что к труду им не привыкать. Они готовы к любым сложностям. Седа Сапарова, Булат Баканаев и Денис Хавхаров. Новости. Министерство природы республики ликвидирует несанкционированные свалки. Масштабные работы по очистке территории от мусора развернулись в Грозинском районе. Также напомню, что помимо этого в республике проходят и субботники, которые продлятся целый месяц. Тему продолжит Магомед Ламаркаев. Для ликвидации несанкционированной свалки было задействовано несколько единиц спецтехники. Территория огромная, около 3 гектаров. Рабочие трудятся с самого утра. О незаконных выбросах мусора в это место стало известно в ходе работы межведомственной группы прокуратуры Чечни по вопросам исполнения законодательства об охране окружающей среды, защите населения территории от чрезвычайных ситуаций.
Мусор вывозится на специальные временные площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Всего по республике их 4. Затем, после сортировки за время до 11 месяцев, его обязаны перевести на полигоны, предназначенные для изоляции и обезвреживания. Таких участков в регионе только 2 – в Шатойском и Грозненском районах. Конечно же, данного количества недостаточно, но администрация проводит определенные соответствующие по поручению председателя правительства работа. И к июлю месяцу данные мероприятия будут завершены по части регистрации объектов хранения отходов. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды уже который год ведет борьбу с очагами возникновения различных мусорных свалок. В прошлом году вместе с органами местного самоуправления ими было ликвидировано 1308 таких точек. Министерство осуществляет надзорные функции в данной области. И устранение данных стихийных свалок до введения в действие регионального оператора, устранение данных стихийных свалок является прямой ответственностью, прямой обязанностью органов местного самоуправления, как то администрации районов или местного муниципалитета. Проконтролировать ликвидацию нелегальной свалки мусора приехал и глава администрации Грозненского района Бекхан Хасиев. Он призвал общественность к содействию в наведении порядка. Ежедневно в мониторинге и на каждом совещании районном и в разных форматах мы призываем не только население, но и я даю конкретные указания непосредственно главам на местах, главам местных самоуправлений, чтобы они принимали личное участие в мониторинге и к тому, чтобы не допускать всего неприятного, что делает урон и экологии, и, в принципе, наносит ущерб здоровью человека. Вместе со всеми на своего рода и субботник вышли жители близлежащих сел, студенты и школьники. Мы сегодня вышли на субботник, чтобы наша территория была чистой, чтобы дети вышли на улицу, не хватали грязные вещи, гигиену соблюдать, чтобы очистить территорию от лишнего мусора. Когда мы утром пришли сюда, вот эта территория была вся захламленная, и на нее смотреть было аж больно. А сейчас мы видим плоды своего труда и рады, что мы смогли внести хоть какую-то часть своего труда. Полностью ликвидировать свалку обещали уже к вечеру. В Минприроде отметили, что подобные мероприятия будут продолжаться и дальше. Магомед Ламаркаев и Ислам Расуев. Новости. В Грозном прошло первое заседание диссертационной комиссии по экономическим наукам. Отмечу, до сих пор соискателям приходилось защищаться за пределами республики. В новую комиссию входят преподаватели нескольких вузов Грозного и Ростова-на-Дону. Слово Тинатин Музашвили. Прибыв в столицу республики, ростовская делегация по традиции в первую очередь отправилась на Аллею Славы, чтобы отдать дань памяти первому президенту республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. То, что мы посетили мемориальный комплекс имени Ахмата Хаджи Кадырова, это закономерный и традиционный ритуал, потому что многие члены сегодняшней делегации, они посетили впервые послевоенный Грозный. Для них является большим открытием и состояние сегодняшнего города. В совместную комиссию входят как местные ученые, так и представители Ростовского государственного экономического университета. О создании диссовета по экономике стало известно еще месяц назад, а торжественное открытие было уже сегодня. Члены совета знакомятся и разрабатывают регламент. Между ростовскими и чеченскими госуниверситетами соглашение о сотрудничестве было подписано еще год назад. С тех пор обе стороны ведут активное сотрудничество. За все 79 лет впервые на базе вуза открыт Объединенный совет по защите диссертации на соискание ученого степени, кандидата наук. Это событие значит для всего интеллектуального сообщества региона как очередной серьезный шаг к становлению научных кадров страны. Разумеется, Чеченский государственный университет сегодня это результат решительного действия, мужества, беззаветной любви к родной земле и мудрости первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Память о нем навсегда жива в наших сердцах. Светлый путь первого президента продолжил глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который принял личное участие в дальнейшей судьбе нашего университета. Будущие кандидаты и доктора наук смогут защитить свои труды по 5 специальностям. Это экономика, организация управления предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства, а также менеджмент.
Последнее и единственное на Северном Кавказе. Для региона новый диссовет имеет огромное значение, ведь по всей стране в последнее время диссоветы нередко закрывают, а новые – большая редкость. Благодаря поддержке и помощи, которая была своевременно оказана и первым президентом Чеченской Республики Ахматхаджи Кадыровым, и в последующем тому вниманию и поддержке, которая оказывалась и оказывается главой Республики Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, вот образовательный процесс уже, можно сказать, нас стоит твердо на ногах. И вот, ощущая за спиной такую вот мощную поддержку, мы уже, так сказать, замахнулись на такие достижения определенных показателей и в науке. Помимо диссовета по экономике, в Чечне за последний год были открыты ряд комиссий по другим направлениям. Среди них история и юриспруденция. Совсем скоро на территории республики смогут защищать труды и в области экологии. Зинатин Музашвили, Хаважа Мунаев, Мансур Саев, Ислам Расуев. Новости. Около 1,5 миллиарда рублей взыскано за 2016 год. Главный судебный пристав республики Абдул Алаудинов ответил на вопросы журналистов и подвел итоги работы ведомства за год. Пресс-конференция длилась почти 2 часа. Алаудинов рассказал о взыскании долгов за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и о том, как проходит списание денежных средств со счетов должников. Почти все основные показатели эффективности работы службы судебных приставов за 2016 выполнены, сказал Абдул Алаудинов. За объективное освещение работы ведомства цветы и грамоты получили журналисты ведущих СМИ республики. Процент взыскиваемости увеличился во всех направлениях. В прошлом году служба судебного пристава работала на отлично. И также мы планируем продолжать в этом году свою работу, не останавливаться на достигнутом по результатам других лет прошедших. И 2016 год мы сработали очень хорошо. Чеченский пенсионер спас 5-летнего ребенка из многометрового колодца. На месте он оказался случайно, как и другой спасатель-врач, который оказал первую помощь на месте. Обоим пришлось нырять в воду, и оба сработали слаженно. Жизни мальчика ничто не угрожает. Спасателей от Бога представят к ведомственным наградам. Думать, не думать, времени не было. Надо было бросаться, забирать его от воды. Рядом с колодцем в тот день Хожа Ахмед Ахматов оказался случайно. Услышав крики ребенка о помощи, мужчина, не задумываясь, бросился в воду. Так он под водой, голова видна его. И шкрик ждет лицо. Что сразу, это шкрик, да, вот он чуху свалили, халет сексу, загляните, вот это же. Одну сторону я сорвал и свалил, чуху свалил. Оказавшись на глубине нескольких метров, мужчина понял, что может не справиться. Ледяная вода тянула на дно, холод сковывал руки. Ребенок был уже без сознания. В этот момент на помощь пришел еще один человек. Раз еще один человек всплывает, я даже удивился. Мальчику на месте оказали первую помощь. Через несколько минут он пришел в сознание, начал разговаривать и улыбаться. Все недоумевают, как 5-летний ребенок мог свалиться в закрытый колодец. Металлическую крышку весом более 30 килограммов трудно поднять даже взрослому. Али Усмиев подоспел к месту вторым. Именно он помог подняться Хожа Ахмеду из воды и вытащить ребенка из колодца. Однако его миссия на этом не закончилась. Будучи врачом, он оказал ребенку первую медицинскую помощь. Со всеми там своими документами я не знал, там, не додумался, снять там одежду, там, сосредоточиться. Вот, не знал, куда прыгаю, лишь бы спасти. Когда мы уже были в колодце, на поверхности не было. Мальчика не было, возможно, он уже глубоко был. Мы вместе его взяли, вот, и вместе вытащили, но один точно там не справился. Концентрация внимания, ритм сердцебиения и частота дыхания. Маленький Абдурахман на приеме у врача. Медосмотр показывает, состояние здоровья ребенка хорошее, признаков нервного расстройства нет. Все хорошо пока, ребенок здоров, не переживайте. Теперь о 5-летнем Абдурахмане, говорят, родился в рубашке. Проведя несколько минут в ледяной воде на глубине нескольких метров, ему чудом удалось выжить. Эти минуты стали самыми длинными в жизни матери. Я не думала, что Багдад не съест, что диктатор Зурдой в этот день. Это было, конечно, очень страшно.
Сам Абдурахман почти ничего не помнит и вряд ли осознает, чем могла кончиться вся эта история, которая теперь станет, скорее всего, просто приключением из детства. Имена тех, кто спас мальчиков, знают теперь не только в селении Старые Атаги. В ближайшее время Хожахмед Ахмадов и Али Уцмиев будут удостоены ведомственными наградами от МЧС России, а также примут участие в фестивале «Созвездие мужества-2017». Зура Саламова, Хальд Маусаев, Луиза Юнусова. Новости. И последняя новость к этому часу. В Грозном открылся новый магазин меховых изделий «Северина». Товар в магазине обновляется регулярно, и главные цены не пугают покупателей. Женщины здесь могут купить не только шубы и пальто, но и множество различных аксессуаров. Розана Цамаева продолжит. Норка, соболь, рысь, каракуль, песец и бобер. Всего более 1500 наименований меховых изделий кировской фабрики «Северина». Здесь каждый покупатель может найти себе изделие по вкусу. В магазине действуют скидки до 30%. Одна из новинок меховой моды – пальто из лисицы. Технология пошива рошев. Берется полотно ткани и тонкие пластиночки лисы шьются на ткань. И также ручная вышивка. Ручной работы. Так как вышивка – это легкое пальто и демисезонное. Можно носить не в суровый холод, но сейчас. Помимо меховых изделий, здесь можно приобрести пальто и плащи. Выполнены они по эксклюзивным итальянским эскизам. Ассортимент в магазине обновляется каждую неделю. В магазине также действует рассрочка без переплат до 3 лет. А это одно из самых дорогостоящих изделий. Шуба представлена мехом редкого вида соболя в светло-дымчатом цвете. Мех очень легкий и приятный на ощупь. А это одна из самых интересных моделей. Художник создает эскиз, который затем переносится в компьютер. Лазер делает своего рода гравюру. На нее и наносятся цвета. И получаются вот такие вставки. Они не повторяются. Можно создать бесконечное количество таких цветов и фигур. Выбор здесь хороший. Мне кажется, очень доступно все. Молодежный стиль и для взрослых. Совсем скоро ожидается поступление сумок и платков. Обещают, что выбор будет огромный. Внимание покупателю – это главное, говорят здесь. Именно поэтому магазин «Северина» никого не отпускает без подарков. Розана Цамаева, Муслим Типаев. Новости. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи.